Узнав о Леоноре Сафыевне совсем недавно, мне стало интересно с ней пообщаться вживую и позадавать ей интересные вопросы. Честно говоря, я не знаю, кто такая Леонора Докуватова, но мне очень нравится балет, и я думаю, она действительно опытная башкирская балерина. Я сама занимаюсь танцами, и я думаю, мне будет очень интересно поговорить с Леонорой Сафыевной, ведь в области танцев у нее есть очень большой опыт. Есть легкое волнение, как всегда, перед выходом на сцену. Ваш портрет когда-нибудь рисовали? Да, рисовали. Знаменитый художник Лутфулин. А какого вопроса вы боитесь? Я не боюсь вопросов, я готова на любой вопрос ответить. В том году мы с классом ходили на Бжезель, и мне этот балет так понравился, что я увлеклась этим творчеством. Хоть я не занимаюсь танцами, но мне было интересно смотреть на все это, и это мне даже вдохновляло иногда рисовать. Я еще ничего не знаю о Леоноре Сафыевне, но мне будет интересно сложить о ней мнение с чистого листа. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонора Сафыевна, меня зовут Виолетта. Я сразу хочу ознакомить вас с правилами нашей программы. Все очень-очень просто. Мы задаем вам вопросы, вы на них отвечаете. В конце вас ждет сюрприз, вы сможете выбрать один из понравившихся вам портретов в подарок. Как ваше настроение? Спасибо, все хорошо, очень рада с вами встрече. Настроение хорошее, спасибо. Здравствуйте, я Милена. У вас очень интересная творческая жизнь. Как вы пришли к карьере балерины? Спасибо, Милена. Вы знаете, я жила в детстве в доме Министерства культуры. И там жили балерины того времени. То есть это Насрединова Зытнак-Замна, первая наша балерина, Халяв Гатеевич Софиулин, супруг Насрединовой, а именно они привели меня в балет. Если уж говорить о доме, то в этом же доме жили и Гузель Сулейманова с Фаузи Саттаровым, и скульптор Нечаева, и композитор Нариман Сабитов. То есть весь свет культуры того времени. Того времени это 70-е годы. Вот так я пришла в балет. Вот вы занимаетесь балетом, а ваши родители были связаны как-нибудь с творчеством? У меня очень интересные родители. Мама врач, а папа журналист. Причем он владел языками английским и китайским, переводил. Вот такие у меня были родители. Они, в общем-то, не очень связаны были. Но моя двоюродная сестра, Венера Галимова, она тоже была балериной, она старше меня. В мое время Республика Башкирия каждые 10 лет направляла детей, группу детей в Ленинград. Тогда Санкт-Петербург назывался Ленинградом. В числе первых посланцев была Насрединова Зытнак-Замна, еще вторая группа была. И вот Венера Хакимовна Галимова, моя двоюродная сестра, тоже была в числе этих. И вот когда они выпустились, то приехали из Ленинграда педагоги набирать еще одну группу, в которую попала и я. Вот так я оказалась в Ленинградском академическом хореографическом училище имени Вагановой. Эту школу ленинградскую закончили все большие танцовщики, в том числе и Рудольф Нуриев. Это замечательная школа, где готовят профессиональных артистов балета. И мне посчастливилось учиться там же, ходить на спектакли в Мариинский, в то время Кировский театр. Это были замечательные и интересные годы учебы. Вот я как только вас увидела, у меня сразу возник вопрос, как вам удается так молодо выглядеть? Вы какой-то активностью физической занимаетесь или в чем ваш секрет? Спасибо, интересные очень вопросы. Вы знаете, просто я думаю, что некогда стареть, потому что все время в работе. Я вот протанцевала 25 лет,
и думала, вот уйду на пенсию, наконец-то отдохну. Вы знаете, ну, ушла на пенсию, и не до отдыха было, потому что работы стало еще больше. Поэтому я думаю, что просто стареть некогда, если честно. Да, я слышу. У вас есть кумиры? Такой сложный вопрос. Мы танцуем музыку. В балете нельзя существовать без любви к музыке. Нужно ее чувствовать, нужно суметь ее выразить. Поэтому, наверное, у всех артистов балета кумиры – это музыка. Если говорить о кумирах, о людях, то, безусловно, конечно, смотришь, мы учимся, мы всегда учимся, мы всю жизнь учимся у замечательных, великих танцовщиков. Многие вас считают звездой балета. Вам это сильно льстит? Если честно, я никогда не думала, что я звезда, потому что я знала, что очень много мне надо трудиться для того, чтобы хорошо станцевать спектакль. И как-то я об этом вообще не думала. И вы знаете, когда я вот танцевала, я многим молодежи тоже об этом говорю, что надо слушать не тогда, когда тебя хвалят. Ну, это, конечно, я не скрою, это приятно, но это как бы между прочим. А нужно слушать, когда тебе делают замечания. Мне кажется, в нашей профессии без самокритичности, без знания своих ошибок невозможно состояться. Поэтому для меня слово «звезда», в общем-то, как-то не существовало, если честно. Я всегда знала, что у меня очень много недостатков. А балет только для избранных? Вы знаете, если избрать эту профессию, то, с одной стороны, она, конечно, может быть, для избранных. Почему? Потому что, как ни в какой профессии, нужно определенные физические данные от природы. Вот даже при приеме в хореографический колледж, скажем, на обучение, первым пунктом условия стоит пропорции тела, потому что зритель приходит в театр любоваться на красоту. И вот в этом смысле, может быть, как-то, конечно, избирательна эта профессия. А вообще, как и в любой другой профессии, что такое избранное? Это трудолюбие. Ни в одной профессии без труда невозможно состояться. А в балете, я считаю, особенно. А для того, чтобы прийти в зал и посмотреть спектакль, для этого не надо быть избранным, потому что любой человек, любой, абсолютно, у нас бывали выезды в Нефтекамск, и после спектакля мне пришла записка такого рода, что я вот старая женщина, крестьянка, я не хотела идти на балет, а меня дочка привела в театр посмотреть спектакль «Лебединое озеро». И теперь я самый заядлый болельщик. Некоторые, вот я знаю, что боятся пойти в театр на балет. Ой, я там ничего не понимаю, говорят. Правда ведь? Вот бывает такое, правда? А в общем-то, если придешь, сядешь, то в принципе все понятно. Потому что мы слышим музыку и все понимаем, о чем она. Правда ведь? Эмоции всегда в музыке присутствуют. А балет – это, в общем-то, и есть эмоции. Я знаю, что вы танцевали в балете «Щелкунчик». И вам было тяжело? Вы знаете, я вот сейчас смотрю на вас, да, как вы рисуете. Это тоже нелегко, правда? Но так как вы это любите рисовать? Да. Любите, правда? Вы рисуете увлеченно и с удовольствием, и не чувствуете, что это тяжело. В балете также, да, конечно, это тяжелая профессия, это действительно физически огромные нагрузки, но когда любишь эту специальность, то танцуешь с удовольствием. Главное, чтобы зритель не видел, что это тяжело. Вы скучаете по сцене? Для вас уход со сцены был болезненным? Да, в общем-то, скучала. Но так как у меня были ученики, преподаванием потом меня захватило целиком, постепенно как-то это ушло, потому что больше уже начала переживать за своих учеников. Танцевала вместе с ними на сцене, поэтому у меня потихоньку это ушло. Но иногда бывает. А кто ваш любимый ученик? Ученик? Или Ой, ученица? вы знаете, они у меня все любимые, потому что невозможно преподавать, не любя своих детей. Есть ли у вас любимые партии в балете?
роли. Это не только у балерины, это у любого артиста. Любая роль, в какой бы он ни выходил на сцену, это как это выстраданная роль, это все равно частичка сердца, частичка души. Но есть роли, которые более удачные, есть роли, которые менее удачные, конечно. А в целом, в общем-то, я просто любила танцевать в любой роли. Если бы про вас поставили балет и вам дали роль, главную роль, вас самой себя, как бы вы ее станцевали? Вы знаете, я никогда об этом не задумывалась. Так, ну это интересный вопрос. Я даже не знаю. Вы знаете, я, наверное, танцевала саму себя. Я даже скажу, где. Когда я начинала танцевать, у нас был спектакль «Страна Айгуль» по пьесе Мустай Карима. Вот. И у нас был балет на музыку Наримана Сабитова, хореография Ильдуса Хабирова, и я танцевала Айгуль. И я думаю, что это вот я танцевала саму себя, я чувствовала эту роль. Это раз. Теперь у нас есть национальный балет «Журавлиная песнь», где я с удовольствием танцевала Зайтунгуль, главную героиню. В общем-то, это тоже мое было. Мне это очень близко было. Все, что происходит с героиней, как-то я это все чувствовала, потому что национальная музыка, национальный характер. Я тоже эту роль любила. Поэтому в любой роли артист танцует немножко себя. У меня очень интересные родители. Мама врач, а папа журналист. Он владел языками английским и китайским, переводил. Они, в общем-то, не очень связаны были. Но моя двоюродная сестра, Венера Галимова, она тоже была балериной, она старше меня. Вы хотели бы станцевать с легендарным Рудольфом Нуриевым? Все, наверное, для своего времени, как бы. Ну, конечно, с таким партнером танцевать это, в общем-то, интересно. Он действительно интересный танцовщик, он действительно индивидуальность огромная. И, в общем-то, мы, конечно, гордимся, что это наш земляк, что он из Уфы. Почему Уфа говорят, когда о Нуриеве говорят? Не то, что он здесь родился, а то, что он впервые увидел здесь балет. «Журавлиная песнь», первый наш национальный спектакль, он пришел, увидел этот спектакль. И в роли Зайтунгуль его потрясла Насреддинова Зайтна. Понимаете? Вот этим ценен то, что он влюбился в эту профессию здесь, в Уфе. И первые шаги в этой профессии он сделал на нашей сцене, на сцене нашего театра оперы и балета. Ну, а партнеры у меня были замечательные, замечательные. Это и в школе у меня был Миша Барышников, мы с ним танцевали 3 года. И здесь, приехав в театр, я танцевала и Шамиль Терегулов, и Радик Зарипов, Юлай Ушанов. И в поездках я танцевала с Вячеславом Гордеевым. Приходилось со многими танцевать, и все были хорошие партнеры. Да. Говоря о партнерах, вас когда-нибудь роняли на сцене? Вы знаете, нет, никогда. Почему? Потому что, как я уже сказала, во-первых, партнеры хорошие были, а во-вторых, у нас в школе, но надо сказать, что в хореографическом колледже мы учимся с 10 лет, и у нас есть предмет дуэтный танец. Этот предмет обучает приемам, как держать балерину, чтобы ее не уронить. Вот. Чем вы похожи на маму и чем на папу? Я? Да. Интересно. Какие вы интересные вопросы задаете. Молодцы. Ну, чем похожа на маму? Наверное, эмоциональностью. А на папу такое, знаете, я считаю, что мне родители дали... Во-первых, они трудились всю жизнь очень много и дали вот это вот обязательно. Я считаю, что я обязательно должна это сделать. Если что-то я должна сделать, то обязательно я должна сделать это хорошо и постараться как можно сделать лучше
и обязательно смотреть на часы, чтобы, не дай бог, не опоздать. То есть вот это вот такое чувство обязательности мне дали, наверное, родители. А вы верите в любовь с первого взгляда? Как? Вы верите в любовь с первого взгляда? Ну, в жизни всякое бывает. Я думаю, что да, бывает и с первого взгляда, в общем-то. А вы помните свою первую любовь? Первая любовь у меня, я вот приехала из Ленинграда, мне было 18 лет, а мой супруг учился в Перми. Терегулов Шамиль, это мой будущий муж. И вот в 1967 году мы приехали две группы. Большая группа, закончившись Ленинградское хореографическое училище, а супруг у меня приехал тоже группа большая из Перми. Вот. И мы встретились. И я думаю, что, может, это действительно было и с первого взгляда. Вообще-то вы правы. Вот. Но мы по-настоящему встретились. Знаете, опять-таки вот этот спектакль «Журавлиная песня», он какой-то очень какой-то знаковый, видимо, во всех смыслах, потому что я танцевала Зайтунгуль, он танцевал тоже главную партию Арсланбая, и вот как-то во время репетиции он был, вы знаете, невозможно было в него не влюбиться, он был замечательный актер, замечательный, он настолько жил на сцене, хотя вроде бы Арсланбай отрицательная партия, как бы роль, но он был настолько обаятелен и настолько интересен, что эта роль как-то не выглядела даже отрицательной, знаете, вот индивидуальность актера. И вот тогда у нас, наверное, и началась любовь. Я вам говорю такие вещи, которые, наверное, никогда не говорила. Ваш муж ревновал вас когда-нибудь к вашим партнерам по танцам? Да нет, вы знаете, нет, это же профессия. Это профессия. Тогда и я должна была его ревновать к его партнершам. Профессия – это профессия, жизнь есть жизнь. Это как бы немножко разное. Ревнует, наверное, это когда в жизни, что ли, я не знаю. Ну, не знаю. Это как-то, да. Вы считаете, ревность – это признак любви? Нет, я не считаю это признаком любви. Это признак собственничества, ревность. Я считаю. Наверное, это имеет место быть, потому что жизнь есть жизнь, как бы, но признак любви, я считаю, знаете что, взаимопонимание, идти друг другу навстречу, заботиться друг о друге. Вот, мне кажется, вот это признаки любви, а не чувство собственничества. Ну, может быть, иногда и ревнуют. Чем для вас пахнет детство? Детство? Тоже хороший вопрос. Знаете, когда я была совсем маленькая, родители отвозили меня в деревню к бабушке с дедушкой. Это деревня Салихова Чешминского района. Приезжали на электричке Чешмы. Дедушка встречал нас, лошадь, телега, сено. И вот когда мы на этой телеге из станции дедушка вез нас в деревню, вы знаете, запах вот этих, это яркое солнце, это гречишные поля. Я никогда не забуду вот запах этого гречишного поля. Было ли у вас когда-нибудь желание бросить балет? Бросить? Вы знаете, наверное, нет. Ну, может, если только когда очень устала, хотелось отдохнуть. А, в общем, нет. Я очень любила танцевать и очень люблю этот вид искусства, поэтому не было у меня такого желания. Из-за вас когда-нибудь дрались мальчики? Может, и дрались, не знаю. Такого факта я не знаю. При вас не было, да? При мне не было. Я думаю, что в той области, в которой я училась, что просто мальчикам некогда было драться. Вы знаете, я вот еще раз говорю, что у нас как суворовское, в общем-то, училище. Почему? Видимо, потому что в нашей профессии невозможно без самодисциплины, и мы очень много учимся. Нам просто некогда
заниматься чем-то иным, кроме нашей специальности. Так мы росли с 10 лет. Легко ли вам просить прощения? Да, если я чувствую, что я виноват, я обязательно прошу прощения. Это непременное условие. Нельзя себя ставить, я считаю, выше других. Надо уважать других. И потом кто-то из великих сказал, надо относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И это действительно так. Это действительно замечательные слова, я считаю, и, в общем-то, следую им. Есть ли у вас самая классная или вот вещь, которая приносит вам счастье? Которые счастье приносят? Да. Ну, наверное, как у всякого человека. Тоже вот прочитала недавно. Счастье у человека – это когда живы родители, есть дети, внуки, когда вся семья вместе собирается, это когда все здоровы, ну и когда ты востребован. Вы сегодня заставляете как-то о многих вещах не то что задуматься, а вспоминать то, что в обыкновенные дни каждый день идет вроде сам по себе. Но счастье – это много составляющих, это много составляющих. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Ну, наверное, да, раз дожила до таких лет. Вы очень позитивный человек. Как вы справляетесь с плохим настроением? Конечно, жизнь есть жизнь, бывает и плохое настроение, но мне очень помогает, во-первых, мой сын. Он меня учит, как с этим бороться. Вот, это раз. И второе, надо, ну и психологи советуют как-то отвлечься и подумать, что не все так плохо, делать выводы и отвлекаться надо. Может, даже дома убраться, может, взять книгу хорошую почитать, может, встретиться с интересными людьми, пообщаться. Во всяком случае, не стоит предаваться унынию, а просто подумать о том, что жизнь не вечна, и все мы здесь гости. Ну, а партнеры у меня были замечательные. И в школе у меня был Миша Барышников, мы с ним танцевали 3 года. И здесь, приехав в театр, и Шамиль Терегулов, и Радик Зарипов, Юлай Ушанов. И в поездках я танцевала с Вячеславом Гордеевым. Приходилось со многими танцевать, и все были хорошие партнеры. А можете, пожалуйста, тогда сказать, какая ваша книга является любимой? Или какие ваши предпочтения? Вы знаете, я, конечно, воспитана на классике. Мы все с детства воспитаны Пушкиным, Сент-Экзюпери я очень люблю. Люблю классику, люблю перечитывать. Почему классику? Вы знаете, там очень хороший язык. То, что не всегда бывает у современных авторов. Насчет классики и современности. С недавних пор появилось новое направление в танце – современный балет. Как вы к нему относитесь? Вы знаете, отношусь хорошо. Это интересно. Классика – это в любой специальности – это основа. И я каждый раз поражаюсь фантазией человеческой, насколько можно интересно преподнести ту или иную тему. А вообще, вы знаете, что такое хореография? Граффити знаете, да? Граффити – это рисовать, а хорео – это от греческого слова «тело». То есть мы рисуем телом в пространстве. Вот вы кисточками рисуете, а мы рисуем телом в пространстве. Все, что трогает душу и интересно, это хорошо. Все, что не оставляет равнодушным, это хорошо. У вас случались какие-нибудь необычные или непредвиденные ситуации на сцене? На сцене? Да. Вы знаете, да, это, такие вещи, конечно, бывают. Вы знаете, бывают. Скажем, идет балет «Бахчисарайский фонтан». Я танцую Марию. Там есть сцена хана Гирея, когда он пытается привлечь ее внимание. И был актер, который вдруг на сцене смотрит на меня и говорит: я забыл, что дальше. Он забыл просто движение. Понимаете? Бывает. Вот. Ну и как-то вот выходишь из этой ситуации,
Но зритель таких вещей, как правило, не замечает, конечно. Или, скажем, дирижер слишком замедлил темп, или, наоборот, ускорил темп. То есть приходится как-то подчиняться музыке. Ну, всяко бывало. Как зовут вашего сына и чем он занимается? У меня замечательный сын Булат Терегулов. Он закончил Московский университет, прекрасно владеет английским языком, работал переводчиком, а сейчас он работает на телеканале «Вся Уфа» главным редактором. Вот вы говорили, что ваш отец знал английский и китайский язык, а ваш сын знает английский. Знаете ли вы сами какие-нибудь другие языки? Да, я как бы знаю много и всего понемногу, потому что я ездила преподавать, когда я вот уже перестала танцевать, приглашали, скажем, в Японию, давать мастер-классы, в Италию, в Турцию. И в какой бы я стране ни была, скажем, вот в Японию, очень долго лететь. Я, конечно, и заранее немножко подучила кое-что, и пока летела, учила. Почему? Потому что, зайдя в балетный зал в первый же день, надо что-то говорить ученикам. И всегда лучше, когда говоришь на их родном языке. Поэтому то, что касается вот, профессиональных, ну, скажем, голова, по-японски аттама, скажем, руки, право, влево, хидари, миги. То есть какие-то вот право, влево, прямо, диагональ, голова, больше, меньше, сильнее, слабее, наверх, вниз. То есть какие-то вот такие вот слова, которые мне нужны были в балетном зале, я учила заранее. Какое ваше коронное блюдо? Блюдо? Да. Ну, все говорят, что я очень хорошо бялиш готовлю. Вот, бялиш готовлю. Вообще я люблю очень готовить. И раньше очень много готовила, сейчас меньше готовлю, потому что чем дальше, тем меньше времени. Ну, и люблю очень бялиш. Это безусловно. Самое вкусное блюдо. А вас мама учила готовить или вы сами по Да, рецептам? и моя мама учила, и мама Шамиля, мужа моего, учила. То есть у меня две были учительницы именно по кулинарии. Я им за это очень благодарна. У вас были хорошие отношения с матерью вашего мужа? Да, да. У нас были замечательные отношения. Мы никогда, как говорят иногда, вот ссориться или что-то. Нет, я с уважением и с любовью. Это была, к сожалению, я говорю эти слова, замечательнейшая женщина, замечательнейшая, образованнейшая, очень мягкая. Воспитала она 3 сыновей, очень хороших. Поэтому я ей очень благодарна. На ее руках вырос мой сын. Как можно быть неблагодарной и без любви говорить. Поэтому я ее очень любила, к сожалению, вот в прошедшем времени. Я сейчас это все говорю. Но у нас были замечательные отношения, замечательные. А у вас есть внуки? Что? У вас есть внуки? Внуки? К сожалению, нет. Я очень их жду. Какие интересные, какие вопросы. Слушайте, невероятно вообще. У вас с мужем были моменты, когда вы думали расстаться или сомневались в крепкости ваших отношений? Так, а можно я не буду отвечать на этот вопрос? Нельзя. Ну ладно. Ладно? Сейчас вот как-то мода пошла, мне это дико немножко. Вот они любят вываливать все свое личное, это вот как бы наружу. Я как-то воспитывалась в другое время, и личное – это личное, а как бы остальное – все это остальное. Ну, не знаю, может, я не права, конечно. Ну, да. Вы очень хороший человек, и хороших людей обычно слушают. Что бы вы хотели сказать миру такое, чтобы он стал лучше? Слушайте, я вот никогда об этом не задумывалась, но я думаю, та профессия, которой я себя посвятила, и мне кажется, вообще искусство, оно вот оно и делает мир лучше, потому что человек, который понимает искусство, который понимает музыку, чувствует, мне кажется, он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Потом
что такое искусство? Это, в общем-то, культура, скажем, человека, да? А воспитанный, культурный человек, в какой бы профессии он ни был, он никогда не позволит себе грубость, никогда не позволит себе что-то плохое. Как вы относитесь к селфи? К чему? Как вы относитесь к селфи? Знаете? Селфи? Да. Селфи. Вы знаете, я отношусь, в общем-то, неплохо, но все время говорю, не зря середину называют золотой. Правда? Любая крайность – это плохо. Правда ведь? Поэтому это неплохо. Почему? Это современная технология позволяет. Почему бы, если ты себе нравишься, взять не сфотографировать тот момент, который, когда ты себе нравишься. Правда ведь? Вы не против сейчас все вместе сделаем, если селфи? Вместе? Да. Ой, пожалуйста, с удовольствием. Давайте. С удовольствием. Давайте. Молодцы, такие хорошие. Мальчики как высокие сзади. Вы устали? Да нет, ничего, мне как-то приятно. Мне даже интересно, ребят. Какие вы слова-паразиты используете больше всего? Ой, вы знаете, я стараюсь их не использовать. А легко ли вас обидеть? Как? Легко ли вас обидеть? Обидеть? Слушайте, обидеть? Да нет, вы знаете, я как-то стараюсь понять человека, почему он так сделал, скажем. Не так вот, говорят же, на обиженных воду возят, правда? Это не зря, потому что, ну, обиделся, надуешься и ходишь надутый, и кому от этого хорошо. Надо просто проанализировать, почему произошла данная, скажем, ситуация, и постараться понять человека. Куватова плюс балет равняется чему? Ну, это вся жизнь, равняется всей жизни. Это вся жизнь. Действительно, 25 лет танцевала, потом преподавала. Ну и уж сама цифра 50 лет в этом виде искусства о чем-то говорит, что вся жизнь, в общем-то, сознательная в балете. Если пришлось выбирать, семья или балет? Нет, я не хочу выбирать. Это одно и другое. Они не могут одно другое заменить. Это важно, и то, и другое важно. Обязательно. А вы верите в Бога? В Бога? Вы знаете, я на этот счет могу сказать. Ну, люди вот в космос летают, и как-то я не хочу ничего говорить, но я считаю, что у каждого внутри есть Бог. Это его вера во что-то хорошее, это то, как он живет, то, как он думает о людях. Вы верите в жизнь после смерти? Ой, над этим ломают голову великие ученые. Верю ли я? Все может быть. Почему нет? Какие слова вы сказали бы сейчас своей маме? Своей маме Да. я бы сказала спасибо ей за все, и я ее люблю. Я люблю очень готовить. Ну, все говорят, что я очень хорошо бялиш готовлю. И раньше очень много готовила, сейчас меньше готовлю, потому что чем дальше, тем меньше времени. И моя мама учила, и мама Шамиля, мужа моего, учила. То есть у меня две были учительницы именно по кулинарии. Я им за это очень благодарна. Какого для вас цвета счастье? Ну, счастье, оно яркое, наверное, правда? Не может же счастье быть черным цветом или серым, правильно? Да. Если вы хотите создать что-то позитивное, наверное, вон какие яркие краски. Наверное, это что-то яркое, красивое, нежное. Спасибо вам большое за ответы на наши вопросы. Сейчас вы можете пройти, посмотреть наши портреты и выбрать вам понравившийся. И вам спасибо большое за ваши вопросы. Вы очень интересные люди. Я думаю, что у вас будут интересные картины в будущем. Ну, это вы в разном стиле рисуете, да, все? Правда ведь? Да.
Леонора Сафыевна очень интересный и позитивный человек, она оправдала все мои ожидания. Я нарисовала ее, как она выглядела бы в молодости, в моем представлении. Одно и то же лицо, как можно по-разному преподнести, да? Я нарисовала ее такой, как вижу. Еще я планировала нарисовать пуанты или какой-нибудь элемент балета, но, похоже, не успела. Сколько раз я не была на этой программе, каждый раз встречаются люди все интереснее и интереснее. Она такая оптимистичная, веселая, что, можно сказать, я заразилась этой веселостью и хорошим настроением. Встреча с ней, мне кажется, сделала меня лучше. Рисовать ее портрет было в одно удовольствие. Я нарисовал в более-менее таком мультяшном стиле. Ну, интересно очень. Голубые глаза получились почему-то. Я нарисовала ее акварелью. Я пыталась показать ее легкость, но, к сожалению, я немножко не успела. Не знаю, я не хочу никого обидеть, вы знаете, мне все понравились. Здесь просто уж очень строго, я, наверное, такая не бываю никогда. Но похоже, мне все нравится. Они так трудились долго. Ну, не знаю, наверное, вот этот мне понравился. Спасибо. И вот этот тоже. И вот этот понравился, он очень интересный. Здесь почти как из мультика. Вам спасибо за вопросы. Вы очень интересные. Давайте я вас приглашаю в театр. Приходите, ладно? Хороший спектакль, очень веселый такой, как раз о таких, как вы. Ладно? Хорошо, спасибо. Давайте, приходите. Встреча с Леонорой Сафыевной вызвала очень много бурных эмоций как у нее, так и у нас. Мы задавали интересные вопросы, она на них очень интересно отвечала, и мы то смеялись, когда она рассказывала какие-то веселые истории жизни, но, к сожалению, мы ее до слез одним вопросом, слишком личным, возможно, довели. Я не препарирую свою жизнь, а здесь было так много задано вопросов, таких, которые заставляют задуматься. Так ли я жизнь прожила? Вы знаете, я как-то даже задумалась, а может, я что-то не то делала?